Салем, последнее время я редко разговариваю на русском языке. Просто не бывает необходимости. Хотел рассказать о том, как в молодости я впервые встретился с настоящим менеджером. Приехав за границу в 20 лет, у меня возникли вопросы в банке. Придя в банк, я сразу же встретился с менеджером банка, рассказал ему всю ситуацию. Менеджер банка американец, где-то 40 лет, очень приятно одетый, белая рубашка, черный галстук, дорогой парфюм. Э, Я был примерно в 2 раза младше его, но он очень серьезно отнесся ко мне, изучил мой вопрос, наводящие вопросы задал также, все записал, взял мои контактные данные, затем, курируя этот вопрос, некоторое время мне звонил, уточнял и оповещал о результатах продвижения моего вопроса. По мере того, как он все это решил, я понял, что это очень мудрый и очень высочайший профессионал. Поэтому, когда в будущем я уже сам стал руководителем и у меня появились подчиненные, и сам стал решать вопросы на уровне менеджера, я всегда перед своими глазами держал светлый лик того специалиста. И рад тому, что в моей жизни мне повезло сразу увидеться с таким высочайшим профессионалом. К сожалению, вот сейчас многие из нас, приходя в организации государственные, частные, в компании, мы встречаемся с большой массой людей, которые некомпетентны. Мало того, что некомпетентны, они мешают работе любой организации. Это люди, которые волокитят, которые лгут, которые нечисты на руку. Поэтому я как патриот, я как человек, который хочет для нашей страны светлого будущего, хотел бы, чтобы каждый из нас, каждый человек делал свою работу хорошо, честно. Если с чем-то не справляется, чтобы этот человек всегда говорил: я это не могу. Если он может исправить положение, если он может научиться чему-то новому, чтобы он никогда не стеснялся научиться. Поэтому я всегда говорю, каждый человек должен быть на своем месте. А менеджер торговой компании, продажник, он должен быть настолько заточен на продажи, он должен быть по-хорошему настолько алчным человеком до денег, для того, чтобы он сам богател, и в результате его труда богатела компания. А если это рассмотреть в масштабах государства, каждый государственный служащий или каждый менеджер частных компаний, он должен нести на себе такую большую ответственность. Да, я, наверное, сказал много высокопарных слов, но последние дни, особенно бывая в компаниях, я просто удивляюсь, как люди могут работать в кавычках и получать за это зарплату, позоря собою и компании, и организации, как им не стыдно. Дай Аллах нашей стране побольше хороших, трудолюбивых людей, и пусть Бог всем нам поможет в этом.